Дотянуться до звезды. На этой неделе состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Как всегда, самые достойные представители татарской эстрады получили золотые статуэтки «Алтын Йылдыз». Среди них как мэтры отечественного шоу-бизнеса, так и молодые артисты, которые только еще начинают прокладывать свой путь к музыкальному Олимпу. По словам самих лауреатов, для них эта премия – источник большого вдохновения и огромный стимул продолжать свою работу на ниве национального эстрадного искусства. По словам зрителей, «Милли-премия» – это главное музыкальное событие года, задающее музыкальную моду и определяющее развитие татарской эстрады. Рамиль Шайдуллин в этом убедился. Татарская песня может быть и такой, глубокой и трагичной арией, оставаясь при этом народной. Оперная певица Илюса Хузина доказала это еще в августе, когда исполнила партию Наргизы на священной земле древнего Болгара. Сегодня отрывок из оперы «Кара Пулат» певица исполняет в концертном зале под аккомпанемент ее автора, композитора Эльмира Низамова. Именно этой песней, приуроченной 1000-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, они открывают событие, которого целый год ждали все любители татарской песни – церемонию национальной премии «Болгар Радиосы». И именно Эльмир Низамов – первый лауреат этого года в номинации «За вклад в развитие и сохранение самобытности татарской музыки». И, конечно, песню преподносит, дарит своему слушателю певец, исполнитель. И мне очень приятно, конечно, что труд автора тоже отмечен, и что мне так наградили. А это тот самый символ народной любви – золотая статуэтка. Сегодня, как и во все годы, их 30. Обладать такой наградой значит практически внести себя в пантеон славы татарской эстрады. За 10 лет их получали и признанные звезды, и начинающие артисты, но всегда в первую очередь те, кого любят слушатели. С первых дней национальной премии «Болгар Радиосы» ее главный принцип – это народный выбор. Всех лауреатов, достойных получить статуэтку, выбирают телезрители и радиослушатели. Мы в течение года рассматриваем наши социальные сети, читаем письма, СМС-сообщения, которые нам присылают наши радиослушатели. Какая песня выстрелила в этом году? Какую песню больше всего спрашивали наши радиослушатели? Для исполнителя Рафиса Калимуллина не было большим открытием, когда ему сказали, какую песню в этом году просили включать чаще всего. Почему-то именно это, про расставание, сразу всем понравилось. Но в то, что за нее номинируют на премию, не верилось до конца, признается артист. Потому что мы, наверное, показываем какой-то результат своей работы, потому что сюда, в «Милли-музыка премии», ты просто так не попадешь. Для меня это большое достижение. Выступление на престижном музыкальном событии года – это своего рода экзамен, поэтому артисты тщательно готовятся, шьют наряды, репетируют партии, скрупулезно выстраивают звук. Если я плохо сыграю, концерт не получится. О том, что здесь нет мелочей, знают даже неоднократные лауреаты премии. Вот и Ильсия Бадреддинова с командой раз за разом прогоняли песню, чтобы на церемонии слушатели получили максимальное удовольствие. Я всегда говорю, где-то пафосно, где-то там слишком современно, еще что-то. Милли-премия – это душа. Отдохнуть душой сюда приходят в первую очередь сами слушатели. Концерт длится 4 часа. В перерыве можно и попеть, и потанцевать. Каждый год мы удовольствие получаем. То, что так красиво преподносят, все наши артисты выступают, любимые. Я очень горд за свою родину, за свою столицу, что имеет такой конкурс. Национальная премия вручалась даже в пандемию. Целых 2 года, когда не было возможности выступать для зрительного зала, грандиозное представление все равно устраивали в телевизионном формате. Сейчас, слава богу, у нас есть возможность показать, увидеть глаза наших телезрителей, наших зрителей, увидеть их эмоции. Мы тоже этим подпитываемся в какой-то степени.
Здесь замечают, за 10 лет национальная премия «Болгар-радио-С» превратилась в настоящий знак качества. Кто-то даже с любовью называет ее татарской песней года. Попасть на этот фестиваль и участвовать – это огромное счастье, я считаю. Каждый артист, наверное, должен ее получить. Это потому что любовь зрителей. Мне кажется, это достаточно очень теплая премия. Она очень оригинальная. И здесь действительно выбирает народ в первую очередь. А кто-то считает, что премия «Болгар-радио-С» своего рода законодатель моды в мире татарской музыки. Ведь именно любимые народом композиции вдохновляют петь и других. Как лауреата этого года Анастасию Макарову, русскую девушку, поющую на татарском. Многие считают, что я крещеная татарка, но я русская девушка, которая поет на татарском языке. И именно творчество приобщило меня к изучению татарского языка. Я, если честно, даже не предполагала никогда, что татарский язык и татарская культура и вообще татарский мир станет частью моей жизни. Девушка, несколько лет назад прославившая татарскую народную песню на всю страну, финалистка «Голос дети» Саида Мухамедзянова в этом году еще больше расширила свою аудиторию. Ее песню о возвращении просили поставить всюду, где вещает «Болгар-радио-С» и ТНВ. И вот ее первая статуэтка. Это следующий шаг в моем творчестве. А число поклонников творчества Венеры Ганеевой уже давно перешагнуло миллионы. Она получила статуэтку в номинации «Самая народная певица». Я бы сказала, что это самая такая гадель, как это сказать, гадель, справедливый проект, потому что здесь действительно основной выбор народ все-таки выбирает. И для нас это счастье. По традиции статуэтка в специальной номинации «Легенда» вручается тому, кто стоял у истоков современной татарской песни. В этом году это Эмиль Залельдинов. Даже в свои 89 он до сих пор вдохновляет на новые свершения уже современных артистов, авторов и композиторов. Я начинал свою карьеру, и как раз началась премия «Болгар». И с тех пор я не пропускаю ни одну премию. Я очень рад и очень благодарен телерадиокомпании ТНВ, потому что она именно подводит итоги, открывает новые таланты, так же, как и меня в свое время. Мне очень нравится сегодняшний концерт. Я вижу реакцию публики. Мне кажется, это очень демократичный конкурс. Болгар премия имеет свое какое-то особое место. Это место уникально. Мне кажется, оно по масштабу, по географии охватывает много наших соотечественников, потому что через ТНВ. Наверное, в этом и феномен национальной премии. Будучи высокостатусной наградой все 10 лет, она остается по-настоящему народной, такой же, как и сама татарская песня, профессиональной и с душой. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, 7 дней.